упражнений. С вами, дорогие друзья, мы нарушили все санитарно-гигиенические нормы интеллектуально-духовного потенциала. Поэтому я предлагаю всем сейчас встать, удобно разместиться возле столов. Просто возьмите и встаньте. А какой кнопкой это фотографируют? Следующее. У кого есть возможность, откройте окно. Да, вы дети природы, и наш спинной мозг питается как растение, астматический. Вы нарушили правила хождения по... Значит, поэтому я вам рекомендую сделать такие упражнения. Ставь ноги на ширине плеч. Ноги на ширине плеч. Вот здесь я вижу бывших студентов Сыктывкарского медицинского колледжа. И мы всегда свою копилку, если можно, это тоже через каждые 30 минут я делаю такие упражнения. Так, руки свободны, как треки. Так, плечи опустили, животики подобрали. Это место сюда убрали и вот так трясемся. Да, все выполняем данное упражнение, оно очень полезно. Это мы накачиваем свои межпозвонковые диски. Так, можно руки делать вот так, вот как вы. Так, и внимательно слушаем. Между перекрестки улицы Бабушкина и Первомайской. Там где идет. Как видео вас снимают. Так, снимай. Так, продолжаем. Значит, на перекрестке улицы Первомайская и Бабушкина стоит памятник в букве «Э». Так, можно сейчас отвечать. Что бы это значило? С места можно отвечать. Так, громко только. Что бы это значило? Да, пожалуйста. Уникальная буква коми-алфавита. Уникальная буква коми-алфавита. Так, дальше. Главное место коми-культуры. Так, место коми-культуры. Так, еще какие есть? Так, трясемся и делаем вот так. Так, либо можно, значит, следующее, кому надоело трястись, вот так, красиво выполняем такое упражнение. Да вы такие амплитуды увеличиваем. Так, если устали, можно присесть. Так, кто не устал, можно продолжать. Так, значит, следующее. Я эту букву назвал таким образом. Значит, в прошлом, если вы помните, что было образное образование. И каждый знак, каждый символ, особенно это в математике, информатике, имеет смысл. Моя придумка следующая. Я эту букву назвал так: генетическая гравитация. Так, что такое генетическая гравитация, мы проведем дискуссию с Львом Исааковичем Держа. Когда шел сюда, его встретил. Так, в то же время эта буква имеет, в моем понимании, очень большой смысл. Очень большой смысл. Так, есть такое высказывание. Творец дал человеку два колена. Одно склонять перед учителем, другое перед знахарем, врачом, доктором, а оба вместе перед самим Творцом. Но, к сожалению, у нас получилось следующее, что и образование, и здравоохранение перевернули с ног на голову. Поэтому, в принципе, когда стоит человек на коленях перед самим Творцом, эта буква должна выглядеть вот так. А у нас вот так. Здесь следующее, что благодаря Прасковье Ивановне Чисталевой, которой 2 года уже нет, а нет ее потому, что она получилось, что она стала невостребована в нашем обществе. Память о всех учителях мы организуем и приглашаю вас всех, присутствующих здесь, 7 декабря этого года в 18:20 в Дом дружбы народов на фестиваль «Что времени в твоем учитель, либо вы учитель с буквы большой». Ваше соучастие, либо участие может быть выглядеть следующим образом. Либо вы явно, реально приходите на этот фестиваль,
либо дистанционно. Но в то же время в качестве сетевого взаимодействия нами инициировано создание видеороликов о своем любимом учителе. Последний видеоролик мы записали буквально на прошлой неделе. Так, звук здесь есть, нет? Есть. Так. Так, звук стоит? Так, значит, здесь следующее, кто возвращаясь с югов, там я свои батарейки зарядил. Я в поиске Москва спектакль встретил итальянца. Винчестер. Так. Звук сделайте, пожалуйста. Чтобы было слышно. Итальянец работает преподавателем в финансово-экономическом университете имени Герцена в Москве. Не, он говорит. Так, и я хотел, чтобы вы тоже потом сказали. Значит, на вопрос, кто был вашим любимым, либо любимыми учителями, он дает ответ. Что у него была любимая учительница, преподаватель английского языка Стефани. В результате чего он сейчас преподает экономику по всей России на английском языке. В то же время он был в прошлом спортсменом, был в сборной по баскетболу сборной Италии. Его приглашают как генерала, он что ехал в Вологду в качестве свадебного генерала для открытия соревнований между вузами. Так, ну не будем вроде смотреть. Будет по желанию дома. Так, ниже спускаемся. Значит, следующее. Так, кто был комсомольцами в честь столетия комсомола, вам не обязательно комсомольское задание. То есть записать самому себя, либо попросить меня, либо попросить... Так, я вам читаю, пожалуйста. Где вода есть? Вода есть. Значит, попросить кого-либо, либо в своем учебно-воспитательном коллективе это замутить все, либо, допустим, завтра мы запишем, это буквально трехминутный ролик, просто вспомнить о своем учителе. Здесь на этой страничке ВКонтакте, значит, создана группа «Фестиваль М». На моей страничке и дальше у друзей. Так, можете со мной зачетериться. Константин Бадокин. Дальше мы создадим сообщества и группы в других соцсетях, и в Одноклассниках, и в Твиттере, и в Фейсбуке. Так, теперь почему Прасковья Ивановна Чисталева? Прасковья Ивановна Чисталева родилась в 23 году. Дальше участник Великой Отечественной войны, была радисткой. Дальше она вышла замуж за нелюбимого Прометея. И он еще Чисталева взяла его фамилию, приехала сюда, в Спектакль, и обучала таких будущих людей, как Сергей Иванович Кудяев. Сергей Иванович Кудяев хотел стать конюхом, но в то же время она его как бы промониторила, просенсорила, сходила с ним на конюшню и сказала, что Сережа, твое место не на конюшне Великорной, а в МГУ. В итоге направила его туда, и он поступил, и с отличием закончил, и в то же время вы знаете, что он был ректором нашего университета.
Так, таких людей в Республике Коми очень-очень много, которых можно назвать учитель с большой буквы. Вот, в частности, я приношу извинения, но вот за сегодняшний день учителя с большой буквы я увидел перед собой. Так, я приношу извинения перед другими, кто выступал. Но это моя акция. Вот такой же учительницей была моя и мама, но в то же время я не успел создать дидактического материала. На пустую фотографию, на фотографию смотришь, она в итоге, там у меня какая-то ассоциация возникает, а у никого других не возникает. Ну, с Москвой Ивановной, когда ей было 88 лет, я ей рассказал, что такое информационное общество. Красивая, некрасивая, любая фотография через 3 года становится красивой, а через 33 года вообще прекрасной. Вот, поэтому с нею мы создали достаточное количество дидактического материала. Так, вот это... Что? Нет, сейчас просто посмотрите, выйти на это сообщество. Выйти на это сообщество. Так, регламент, так, все, если делать мне замечания, я заканчиваю. 5 минут еще? Мне достаточно будет. Значит, следующее. В итоге я хотел бы сделать красивые фотографии с тем дидактическим материалом, поскольку Ивановна написала стихи в стол. Так, но в то же время она издала, мы издали с ней, успели издать 12 сборников. Так, Юрий Николаевич, вот здесь сидит мой духовный брат, вот здесь.